Федеральный проект «Чистая вода» в Якутии. В каких районах республики его реализуют в первую очередь? 7-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» стартовал в Якутске. Сколько участников поборются за звание лучшего в своем деле? В литературном музее создан электронный справочник, где можно узнать об истории якутской письменности. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Первого заместителя прокурора республики Айдара Иванова назначили исполняющим обязанности прокурора Якутии. Под его председательством сегодня прошло расширенное заседание коллегии, на которое подвели итоги 2018 года. Также в коллегии принял участие заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев. Обращаясь к коллегам, он оценил результаты их работы и прежде всего обратил внимание на защиту жилищных прав граждан и выявление преступлений экономической направленности. Также в Якутии продолжает оставаться эффективная работа по борьбе с коррупцией. Уделялось внимание вопросам соблюдения земельного и градостроительного законодательства. Прокурорами опротестовано более 250 незаконных правовых актов, регламентирующих вопросы предоставления земельных участков. Пресечены факты их незаконного предоставления, необоснованных отказов предоставления льготной категории граждан. Правительство республики внесено представление об обеспечении 17,5 тысяч многодетных семей земельными участками соответствующей инфраструктурой. Реализация федерального проекта «Чистая вода» начнется с этого года в Якутии. На обеспечение населения республики качественной чистой водой будет направлено порядка 9 миллиардов рублей до 2024 года. В этом году по этому проекту работы будут начаты в Алекминске, а Вилюйская группа районов Якутии выведена в отдельную подпрограмму, в рамках которой будут построены очистные сооружения за счет средств фонда будущих поколений. Всего там необходимо заменить 27 объектов. Также будет осуществлена закупка водовозной техники, приобретение и установка модульной станции. Результатом мы что получаем? Достижение доли обеспеченности качественной водой из централизованных систем порядка до 75% из 59, которые на сегодня у нас есть. Да? Общая оценка потребности финансирования составляет порядка 9 миллиардов рублей, это до 2024 года, в результате которого мы получим по 37 объектов водоснабжения, которые в наших населенных пунктах будут реализованы. В Якутском промышленном техникуме прошла торжественная церемония открытия 7-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» Республики Саха-Якутия 2019. В этом году на региональном этапе за звание лучшего в своем деле поборются более 1000 участников из разных уголков нашей республики. Соревнования пройдут по 55 компетенциям возрастной категории «Молодые профессионалы», по 54 компетенциям в категории «Юниоры» и по 3 компетенциям в новой возрастной категории «Навыки мудрых». Регион один из самых активных участников движения WorldSkills. У вас уже 7-й чемпионат проводится на территории республики. Это очень хороший результат. Особенно приятно, что количество компетенций в этом году существенно выросло и очень много юниорских компетенций. Это, мне кажется, самый большой результат в этом году этого чемпионата. Большое количество компетенций примерно равно количеству основных. Это здорово. Это значит, что растет новое поколение участников соревнований. Сотрудники литературного музея создали электронный справочник. Там можно узнать, как зародилась якутская письменность. В него вошли изображения рунических писем, найденных на территории Якутии, значения древних писанец, также материалы о научных исследованиях. Всего сохранилось 23 рунических письма. Из них большинство датированы 8-10 веком. Есть и рунические письма, зафиксированные еще в 4-5 веках. Это показывает, что история якутской письменности берет начало еще с древних времен. Особенность проекта показывает, что народ Саха имел свою письменность. И это с исторической стороны очень актуально. До сих пор находим рунические письма, и идет перевод этих писем. Но сейчас крупные исследователи у нас в Якутии, таковых как Герасим Герасимович Левин, уже нет. Мы хотели бы, чтобы интерес к этому у наших исследователей воплотился далее. Были еще крупные исследования, наш якутский язык.
До самого мужского праздника осталась неделя. Представительницы прекрасного пола уже готовят поздравления своим защитникам. Каким должен быть идеальный подарок, полезным или приятным? У каждой женщины, как, впрочем, и у каждого мужчины, на этот счет свое мнение. Что дарить любимым мужчинам? В преддверии Дня защитника Отечества над этим вопросом задумываются все представительницы прекрасной половины. Впрочем, большинство вариантов уже рассмотрено. И жены, матери, дочери и подруги уже приступили к подготовке сюрпризов. Ну, как будем поздравлять? Ну, как обычно. А как обычно? Ну, стол накроем. Мужа, отца будем поздравлять. Одни дамы подходят к приготовлению подарка с выдумкой и вдохновением. Другие вовсе не считают, что носки и дезодорант банальны. Напротив, это вещи необходимые. Ну, вот эти наборы мужские, как обычно. Носки им уже надоели. Не знаю. Ну, каждая женщина, наверное, знает, что приносит какое-то удовольствие или радость мужчине своему. Часть женщин, несмотря на приготавливаемые поздравления, все же задумываются о сути 23 февраля. Чей это праздник? День защитника Отечества. Далеко не всякий вообще мужчина. Не то чтобы даже и защитник Отечества. Но готовить пора. Я уж приготовила. Каким должен быть идеальный подарок? Полезным или приятным, неожиданным или давно желанным? У каждого мужчины свой взгляд на этот вопрос. Не знаю, машина, наверное. Носки, конечно же. Их вечно не хватает. Впрочем, в одном мужчины солидарны с женщинами. В выборе подарка близкому человеку универсальных советов быть не может. А вот атмосфера праздника во многих семьях одинакова. У всех есть разные, как говорится, приоритеты. Кому-то интересны спортивные товары, кому-то охотничьи-рыболовные товары. То есть это жены должны лучше знать, чем занимается ее мужчина, чтобы делать такие подарки. Ну, не знаю, в каждой семье, наверное, по-своему подарки дарятся. Ну, самое главное – это внимание, любовь знакомых, близких, родных. Парфюмерия, одежда, сувениры, техника, ассортимент поистине безграничен. А чтобы подарок доставил радость, к его выбору нужно подойти с душой и с любовью. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На Кубке мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске с 16 по 17 марта, примут участие 350 человек. Среди них спортсмены, тренеры, судьи, медицинский персонал и почетные гости. Всего планируется участие 8 команд – Россия, США, Грузия, Куба, Япония, Турция, Монголия и Иран. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции Оргкомитета по проведению соревнований. Предварительные заявки на участие в Кубке мира по вольной борьбе получены от сборных команд Монголии, Японии и США. В настоящее время ожидаются заявки от остальных команд-участников. Каждая команда будет представлена 10 спортсменами основного состава в каждой весовой категории и 10 спортсменами резервного состава. Это около 160 спортсменов. На пресс-конференции презентовали униформу волонтеров, которые будут помогать в проведении Кубка мира, а также официальный брендбук мероприятия. По Кубку мира по вольной борьбе будет задействовано всего 100 волонтеров. Оттуда 70 волонтеров центра по работе с волонтерами и 30 Северо-Восточного федерального университета. Всего будет 5 направлений работы. Это волонтеры-атташе, волонтеры-атташе с почетными гостями, волонтеры питания, волонтеры спортивного объекта и волонтеры аккредитации. 17 числа, вчера, февраля, закончилась регистрация на Кубок мира на добровольцероссии.рф. И вот с 18 по 24 числа мы начинаем собеседование с волонтерами. Это были новости в прямом эфире. Оставайтесь с нами.